В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске: экономика, борьба с коррупцией, реформирование местных органов власти, развитие абхазского языка, встреча президента с представителями СМИ Абхазии. Аграрная политика Министерства сельского хозяйства нуждается в пересмотре. Премьер провел совещание со специалистами в области сельского хозяйства. Монументальное искусство должно отвечать времени. Первое заседание Государственной комиссии. Откровенное общение по актуальным вопросам. Так можно охарактеризовать состоявшуюся сегодня встречу главы государства с представителями абхазских СМИ в рамках уже установившейся традиции. Экономика, борьба с коррупцией, реформирование местных органов власти, развитие абхазского языка. Журналисты задавали вопросы, ответы на которые интересуют всех. Свою встречу с представителями СМИ президент Абхазии Рауль Хаджимба открыл вступительной речью, подчеркнув, что он всегда готов к диалогу с журналистами. Первым вопросом журналистов о повышении таможенной пошлины на орех. Представителей СМИ интересовало, насколько это решение было правильным. С сентября месяца, как только были введены эти таможенные пошлины, получили порядка более 25 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены как раз таки на оказание помощи селу. И вывезено более 1000 тонн ореха, зафиксированных на обоих участках границы. И мы хотим, чтобы такая фиксация имела место и далее. Мы должны знать, что делается на этом направлении. Отвечая на вопрос о том, как государство будет возрождать село, президент ответил: в село надо вкладывать. Но никакой массовой раздачи денег речь не идет. Государство будет и должно поддерживать малый и средний бизнес в селах. Первые шаги были сделаны еще в прошлом году, когда впервые в нашей истории были выделены 6% кредиты на поддержку бизнеса на селе. Я понимаю, что деньги до всех не могут дойти. Но и контроль за теми работами, которые производятся уже сегодня, должен быть достаточно очень жесткий. И со стороны банковской сферы, и со стороны кабинета министра. Вот тогда мы получим этот результат. Тогда мы можем сказать, что мы дошли до села. И те проекты, которые мы закладываем на 2017 год по обеспечению возможностей села соответствующими минеральными удобрениями, проведению соответствующих сельскохозяйственных работ в весенний период, я не сомневаюсь, что вот те шаги, которые были сделаны в прошлом году, принесли положительную пользу для села. Их надо расширять. Журналистов также интересовал вопрос о новом законе по ввозному НДС и связанных с ним поправок в уже принятый закон. НДС сегодня на практике применяют, по большому счету, многие страны. И ставки этих ввозных пошлин по НДСу варьирует от 10 до 25%. И мы сегодня пошли на некоторые шаги, которые позволили бы нам, при том состоянии дел, которое складывается сегодня в Абхазии, у нас, к сожалению, прямые налоги очень мизерны. Нам нужно думать о том, чтобы вот такого рода действия приводило бы к повышению возможностей в бюджете. И это одна из начальных стадий. И я не сомневаюсь в том, что люди поймут со временем, что другого просто выхода нам не дано. Рауль Хаджимба отметил, что контроль над возвращением кредитов будет осуществлен в полной мере. Вся информация об отчетах банковской сферы будет открыта и доступна. Речь идет о миллиардных кредитах. Из них больше половины за год возвращено. Я думаю, что это достаточно серьезные, как говорится, работы, которые были проведены банковской сферой. Но это еще не говорит о том, что завтра такое положение дел не сложится. Если не будет, я еще раз говорю, соответствующего контроля. Поэтому мы говорим и о залоговых делах, которые должны быть четко определены банковской сферой. Должны быть проведены соответствующие работы по мониторингу действий тех людей, которые получили эти деньги. Как и какой результат будет, я думаю, мы увидим в ближайшее время. Отвечая на вопрос о реализации указа президента об оптимизации штатной численности органов госуправления на 15%, Рауль Хаджимба отметил, что все получилось не так, как хотелось, но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Есть определенные работы, которые проведены по зачистке штатных расписаний. Мы заведомо знали о том, что такие работы проводились в последние годы. То есть укрупнялись штаты на предмет возможного их использования под какие-то
конкретные дела, которые интересны отдельным руководителям. Эта работа проведена. Есть положительные результаты в самом кабинете министров. Но это небольшие объемы. Мы сегодня опять очень жестко ставим вопросы об объединении отдельных структур, создании возможности использования меньшего количества людей, что даст больший эффект и сохранит финансовые наши возможности. Такая работа будет продолжена, и 2016 год, я надеюсь, будет переломным. Давая оценку работе Кабинета министров, глава государства отметил, что на данном этапе можно говорить об удовлетворительной работе правительства. Некоторые постановки, которые сегодня даются нашим населением по поводу необходимости замены руководства Кабинета министров, думаю, пока еще преждевременно. Что касается отдельных министерств и ведомств, несомненно, будут соответствующие работы, потому что есть определенные недостатки в деятельности отдельных руководителей. Пресс-конференция президента Рауля Хаджимба длилась 1,5 часа. Журналисты задали более 20 вопросов. Экономика, коррупция, реформирование местных органов власти, развитие абхазского языка. Вопросы главе государства касались актуальных тем жизни всего общества. Рената Шакай, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Полностью встречу президента с представителями СМИ Абхазии смотрите в нашем эфире сразу после новостей. Аграрная политика Министерства сельского хозяйства нуждается в пересмотре. Об этом сказал премьер-министр Артур Микваби на рабочем совещании с участием министра сельского хозяйства, глав администрации Чемчирского и Галского районов, сотрудников районных управлений сельского хозяйства. На совещании также шла речь о планах, намеченных на грядущий сезон. Какова перспектива республиканского унитарного предприятия «Абхазсельхоззаготовка», результаты работы районных фитосанитарных лабораторий и карантинных служб, динамика роста сельхозугодий? Эти и многие другие вопросы интересовали премьер-министра Артура Микваби. Глава правительства отметил, что роль сельскохозяйственной отрасли в развитии экономики страны очень важна. У нас на самом деле до последних нескольких лет рынок был практически закрыт. Мы не конкурентоспособные были, а сейчас мы стали конкурентоспособными. Конечно, непонятно в этой ситуации, как у нас эти процессы происходят и почему наши люди, которые работают на земле, не хотят этим воспользоваться. Министр сельского хозяйства Тимур Эшба проинформировал о нынешнем положении дел в районах, подробнее остановился на работах, проведенных местными отделениями сельхозуправлений. На рабочем совещании не раз отмечалось, что показатели платежей по земельному налогу находятся на чрезвычайно низком уровне, несмотря на умеренные тарифы. Об этом, в частности, говорили главы администрации Галского и Чемчирского районов. Прозвучало предложение о возможности формирования ставок земельных налогов не в парламенте, а на уровне местного собрания. Таким образом, как отметил, к примеру, Тимур Надарая, удастся учесть особенности того или иного района. В настоящее время активно возрождаются чайные плантации, чего не скажешь о зерновых культурах. Еще одной перспективной отрасли, считает Артур Микваби. По словам главы правительства, в будущем, возможно, будет налажен экспорт абхазской кукурузы. Вместе с тем, объемы выращиваемой кукурузы, да и в целом зерновых, во всех районах разные. По словам министра сельского хозяйства, в минувшем году по всей стране было засеяно всего 3200 гектаров, что составляет 85% пашин. Глава Чемчирского района Хрипс Джопо сообщил о планах увеличить в районе территорию пахотных земель в общей сложности до 2000 гектаров. Вместе с тем, в некоторых районах наблюдается значительное сокращение сельхозугодий. Таковым относится Гагарский район, где количество земель, предназначенных для выращивания сельхозпродукции, за последний год сократилось в разы. Премьер высказал убеждение, аграрную политику, проводимую Минсельхозом, необходимо пересмотреть. Нам надо резко перестраивать эту работу. По каждому району мы будем с вами садиться и у вас проводить совещание по всем этим вопросам. Это будет и ваши отчеты тоже. О том, чем вы намеревались сделать. Хочу вам сказать, что должны планы увеличиться, касающиеся животноводства, растениеводства, эфирно-маслистые, культуры, я имею в виду технические, это чай и все остальное. Мы с вами определили только контуры. Я хочу услышать от вас конкретику. На совещании обсудили многие другие вопросы, касающиеся работы Министерства сельского хозяйства. Асида Мали, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение.
Кабинете министров прошло первое заседание Государственной комиссии по монументальному искусству, которая создана в прошлом году. В нее включены скульпторы, архитекторы, искусствоведы и представители общественности. Комиссия будет рассматривать и давать свое окончательное заключение по всем проектам и идеям по созданию новых памятников в Абхазии. Государственную комиссию по монументальному искусству возглавляет премьер-министр Артур Миквабе. В ее составе 13 человек. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия, скульпторы, архитекторы, искусствоведы и представители общественности. Государственная комиссия создана в целях упорядочения процесса проектирования и сооружения новых памятников в республике. По словам премьер-министра, при утверждении тех или иных проектов памятников, бюстов и других форм художественно-монументального искусства необходимо исходить из их историко-архитектурной значимости. Герои монументальных памятников, обелисков, стел и все остальное – это люди выдающиеся, и увековечивать надо их имена так, чтобы это через несколько лет не разрушалось, так, чтобы это она была бы и с точки зрения историзма, могли воспитывать целые поколения, и чтобы это одна из форм того, чтобы показать, что Абхазия на современном этапе, а в будущем для наших потомков, как жила, кто ее герой. Министр культуры Эльвира Арсали отметила, что в положении определены задачи и функции Госкомиссии при Кабинете министров по монументальному искусству. Само положение мы ни разу уже с поправками утвердили. И в данное время Министерство юстиции как раз рассматривает положение о порядке рассмотрения заявлений и принятия решений. Самая главная идея заключалась в том, чтобы все предложения, все инициативы поступали бы в адрес комиссии, и комиссия определяла историческую значимость, когда дело уже коснется эскизного проекта и последующих этапов работы, чтобы они определяли уже художественную ценность создаваемого произведения. На первом заседании после обсуждения члены комиссии приняли решение объявить конкурс на изготовление памятников ученому Георгию Цидзаре, поэту Иуэ Кухоня и государственному деятелю Николаю Акиртава. Амра Амичба, Алексей Абухава, Абхазское телевидение. В Сухуме открылся Центр женского здоровья «Мамма». Он предоставит новое качество диагностических услуг женщинам любого возраста. Акцент в работе сделан на профилактику онкологии. Данный проект – детище врача-онколога Наны Гамгия. Об этом наш следующий сюжет. Радиоволновая у нас терапия будет проводиться в этом кабинете. Все удобства, гинекологическое кресло тоже с удобствами. Вот наши доктора, кольпоскопию будем делать. Да, врачи наши? Да, все наши, местные, любимые, многим знакомые. Руководитель центра Нана Гамгия с особым трепетом проводит экскурсию гостям, показывает новую аппаратуру, просторные кабинеты. Особая гордость – лаборатория. Только в центре «Мамма» в Абхазии можно провести обследование абсолютно безопасным, высокоточным и информативным методом. Впервые в Абхазии будет проводиться электроимпедансная маммография, которая позволит нам выявлять различные заболевания в самом начале и в зачатке. Это очень важно. И эту маммографию можно проводить, в принципе, в любом возрасте, в отличие от рентген-установки. Она безопасная. Кроме новейшего прибора, в центре «Мамма» установили аппарат УЗИ. Работают на приеме специалисты – гинеколог, маммолог, эндокринолог и даже психолог. Сферой нашей деятельности, как вы уже поняли, будет женское здоровье. Специалистов будет достаточно много для того, чтобы женщина пришла и комплексно получила всю диагностику, и, соответственно, лечение. Лаборатория оснащена, охватывает весь спектр анализов. По большому счету, все, что необходимо нормальной работе хорошего центра, у нас на сегодняшний день есть. Соответственно, мы будем развиваться, мы не останавливаемся на достигнутом. Открытие центров здоровья в нашей стране – большое подспорье для государства, уверен министр здравоохранения. Это не только подстегнет конкуренцию, но и даст возможность идти вперед, развиваться. Государство не может пока на себя взять некоторые те функции, которые для себя берет сегодня частная медицина. Они будут и стимулом для того, чтобы государство тоже не отдыхало. Мы должны быть стараться, чтобы мы лучше были. Во всех странах везде всегда частная медицина превалирует. Знаете?
И государство должно быть лучше, чем все остальные. То есть это есть живая конкуренция, это нормальное явление. И дай бог, чтобы таких центров было больше. Мы только за, и мы будем только приветствовать это. Удачи им и процветания на благо нашей Родины, Апсны. Роскошные букеты цветов, успехов и дальнейшего развития работникам центра желают их коллеги. Сегодня не просто дата открытия нового медицинского учреждения. Это день рождения мечты с таким красивым названием «Мама». Светлого будущего вам во всех делах, ваших начинаниях. Мы будем польщены, сочтем за честь, если в ближайшее время наша помощь вам окажется нужной и всегда готовы прийти, стать рядом, быть опорой. Женщины любого возраста из любого уголка республики могут пройти обследование всего за несколько посещений. Подобных центров в нашей стране больше нет. Центр «Мама» – это не просто воплощение давней мечты врача Наны Гамге. «Мама» – это реальная возможность женщинам Абхазии быть здоровыми. Нисфа Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем плюс 12-14 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.